Конфликт на таджикско-кыргызской границе. Последние данные по пострадавшим и погибшим с двух сторон по состоянию на утро 30 апреля в городе Исфара и Бабаджон-Гафуровском районе Согда в ходе боестолкновений пострадали более 90 граждан Таджикистана, около 10 погибших с таджикской стороны. Такие данные приводят источники Азия+. Официальных данных по погибшим и пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на границе пока власти Таджикистана не приводят. Тем временем, по данным Минздрава Кыргызстана, на 7:50 сегодняшнего утра, по бишкекскому времени, 134 граждан этой страны получили ранения, 13 убиты в ходе боестолкновений. Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта Головной между жителями приграничных районов двух стран. Погранвойска Таджикистана заявили, что водораспределительный пункт находится в верховьях реки Исфара, вблизи села Хаджая Алла-Джамаата Чаркух, однако Кыргызская республика в одностороннем порядке оккупировала данное сооружение. Там подчеркнули, что конфликт произошел при подстрекательстве граждан Кыргызской республики во главе с председателем района Баткен Аразовым Акылбеком. Тем временем, погранслужба Кыргызстана сообщила, что конфликт возник из-за того, что на территории участка Головной водораздел таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения. Конфликт продолжился и на следующий день, 29 апреля. Позже погранвойска Таджикистана заявили, что кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским пограничникам. После этого вооруженные столкновения начались сразу на несколько участках таджикско-кыргызской границы.